Добрый день! Дом культуры незрячих слабовидящих приветствует всех на своем канале. Продолжаем фестиваль «Живительное слово поэзии», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. Слова назидания – фундаментальное произведение Абая, которое состоит из 45 кратких притч и философских трактатов. В этой прозаической поэме поднимаются проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и права. Абай написал слова назидания на склоне лет, уже познав искушение власти и тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. Многие умозаключения и поучительные выводы из книги актуальны и сегодня. Отрывок из поэмы читает Любовь Глущенко. Город Абай. Когда слышишь умные вещи, но не понимаешь и трудно тебе их усвоить, причины 4 в том есть. Кто в них разобрался, тому путь познания легче. Во-первых, будь твердо уверен, что все это знать тебе стоит. В груди тогда вспыхнет огонь, загоришься ты весь. Второе, что очень поможет, усердие ты воспитай. Это будет основой, чтоб самую суть уловить. Тогда речи умных людей и запомнить несложно. Что видел, что слышал, все впитывай снова и снова. И третье. Все то, что узнал, не ленись, повтори. Четвертое. Главное вот в чем. Ты мысли свои сохрани от опасных болезней, что любят наш мозг засорять. Ты будь за версту от них днем или ночью. 4 их. Первое – это тоска, если в душу залезет. Забудешь, что знал, а не то, чтоб учиться опять. Вторая болезнь есть – беспечность, страсть к играм, забавам не в меру, пустая веселость и смех. А третья есть крайность другая, когда мысли вечно в тяжелых раздумьях, тревогах. Наверное, здесь мера нужна, и раздумий нельзя исключать, и утех. Последнее – это недуги, скорее не мыслей, а больше страдания тела. Когда вожделение и страсть тобой овладеют, и мозга пустые потуги плодов не дают, и погубят талант твой и дело, чтоб мысль твоя ясной была, то гони ты и эту напасть. Спасибо за внимание. Строки слов назидания до сих пор вдохновляют современных поэтов к литературному творчеству. Предлагаем послушать стихотворение Веры Овчаровой к словам назидания Абая, читает автор. Читая, слыша мудрые слова, заглядываю в собственную душу, безжалостно правдивые зеркала. Я временный покой души нарушу. Всегда ли помыслы безгрешные и чисты? Не властвует ли лень порой над телом? Не увязаешь ли ты в сладости мечты, вместо того, чтобы заняться делом? Не возникает ли желание осудить кого-нибудь за их поступки и слова? В уверенности можешь ты судить, твоя лишь точка зрения верна. А зависти порою семена в душе не прорастают сорняками. Насколько вера в свет добро сильна, чтоб устоять пред злобными словами? Всегда ли воля, разум и душа в согласии и мире пребывают? Но жизнь воистину тогда лишь хороша, когда сердца любовью наполняют. И, перечитывая мудрые слова, в пороках признаваться я не трушу. Никто другой, а только я сама смогу очистить собственную душу. Продолжает фестиваль еще одно авторское стихотворение, посвященное не только творчеству Абая Кунанбаева, но и городу, который носит имя великого поэта и мыслителя. «Абай, люблю тебя, мой город», читает Виктория Титова. Люблю тебя, родной мой город, и не устану повторять, что сердцу моему ты дорог, тебя спешу я восхвалять. Мой город назван в честь Абая, чьи назидания мудры. В своих стихах он рассуждает о жизни, истине и лжи. Люблю в тиши ночной прохлады по тихим улицам пройти, встречая незнакомцев взгляды, задуматься о собственном пути. И тот момент передо мною, Абая образ предстает,
поет. Народ любил он всей душою, своим стихом снискал почет. Люблю я предрассветные дымки, когда весь город еще спит, составить прошлого картинки и в детство поэта совершить визит. Из медресе и снова в школу бежал смышленый Ибрагим, но вынужден был не по своей воле прервать учебу юный Аквин. Люблю в очах дневного света по улочкам родным пройтись, у статуи Абая душой согретой судьбе к поэту обращусь. Под грозным взглядом Кунанбая покорный сын вернулся в степь, и жизнь народа узнавая, он изменил событий цепь. Дорогие друзья, читайте, перечитывайте Абая, вникайте в глубокий смысл его слов, записывайте свои мысли на бумагу и делитесь со слушателями. Продолжение нашего фестиваля следует. До новых встреч!